Вот сейчас 14:23 на моих часах. Скажите, пожалуйста, когда вы вышли? 8:30. Вот вместе с детьми? Да. Почему вы ушли из Хинвали и куда вы собираетесь? Потому что у нас нет света, нет воды, хлеба нету. И чем кормить ребят, детей? Я оттуда ушел, уже второй раз вернусь до дома, но никак не добраться до дома. Стоят на дорогах и не пускают нас домой. Я тоже из Хинвали. Мы обнаружили, когда проходили после этих боев на второй день, обнаружили на скверах, в пакетах, в целлофановых мешках одноразовые шприцы были, ампули были морфы и разные эти. То, что они ночью употребляют, потом выходят вот такие агрессивные. И не знаю почему, все возмущены, они потому что только дезинформацию передают в Москву. Опровергают то, что в правде пишут, в газете «Московские новости», все опровергают. То, что их не устраивает. А нас называют экстремистами. Экстремальную ситуацию создали здесь, в Грузии, а осетинов экстремистами называют. Я хочу добраться до дома, чтобы увидеть свой дом, и свою жену, и своих детей, и своих братьев. И никак не могу добраться до дома. Вот сейчас мы ехали с военными, и дорогу взорвали. И обратно мы сейчас должны вернуться опять в Джава. И где проночевать, и то места нет вообще. Что нам делать, скажите, пожалуйста. Мы регистрируем на этом посту беженцев. И как по барометру видно бывает это, когда осложняется обстановка на территории Южной Осетии, так идет большой поток беженцев. Ну, в день бывает 500-700 человек. А как горечно говорить сегодня об этом, что вот эта дорога дружбы у нас превратилась в дорогу жизни. И вот сейчас жители, особенно Южной Осетии, сравнивают с знаменитой ледяной дорогой во время блокады Ленинграда, что она сегодня равнозначна дороге жизни. Они врывались в наши дома, угоняли скот, машин, насиловали женщин. В селах почти никого не осталось. Женщины, старики и дети ушли в лес. Кому повезло, тот добрался до Джавы, оттуда в Северную Осетию. Что я должен испытывать к ним, кроме ненависти? Разве их матери родили? Мы нападать на них не собираемся, никого не собираемся убивать. Но защищаться будем до конца. Пока мы здесь живут 11, до конца будем защищаться. Их ничто не остановит. Даже если будут их вот на глазах их не разрубишь на куски, он еще сможет что-то сделать, он все равно будет кричать, я буду мстить дальше. Это самое опасное, кстати, что люди вот так уже взвелись, что их очень трудно остановить. В 2020 году, когда Астини боролись за все советские структуры, а грузины хотели их уничтожить, вернее, я не хочу сказать, что все грузины, но тогда тоже были, значит, меньшевики. Они не хотели советской власти. Но тогда тоже дали возможность, они уничтожили Грузию, около 20 тысяч Астин тогда погибло, бежало отсюда, короче. Ну, поредели, Южная Осетия тогда очень сильно поредела. Теперь то же самое. И обороняться. Не ждем ни от кого помощи. Мы надеемся только на себя. Да. У них есть снайперы. Ну, у них, можно сказать, последняя техника. Да. Тот день, когда они открыли огонь по безоружной толпе женщин, детей и просто людей, я сам лично был там. На руках у меня умер человек. И остальных я носил сам в машину.
Все эти действия, они не подчиняются никаким законам, ни законам человеческим, ни законам Конституции, никаким законам не подчиняются. То, что мы сейчас здесь делаем, мы защищаем себя, свою семью, свою землю. Схваченный за горло бандитской рукой, но не задушенный, не покорившийся произволу, продолжает жить и бороться маленький административный центр Юга Осетии, мужественный город Цхинвал. Мейрештон, дежарда риши, собаканом, камай баварам наш, накабулта, васафтариши, риши, наутта тахнан бакинзан хуш, нарынчындум мабасыттан нартекке. Сайринчиндон, вы госпиталюнер, вы ширрашты гурзяг экстремиста, шафыдраканд анакрон, штыр. Накабултан фагнал канызбанатта, каман якор, каман ягубынсав, шак ухтыл тугай загбаштыта, кутта шагу, анахуш туджитав. Шпалата палата махишен, долгом уолгом на лапку тахошинс, шафашон ташта шав шавит фаднадай, шавр шафаршчатай каржинс. Кутфидарда, куннат хунжарда, ватса шана юла пужагы, тарда махал нембал радиен, амам ноджем бишан тахаши. Мамада хай. Да хоржа хайхаду. Масафтай мен даса шгужендар. Махфи дарштам. Шлаузштам нак ахтел. Амана кафка фенсена дедар. Сттан фаламараж вандагнаут махазарма. Маудришка зартон. Каманыштына кабул тавалдаяк. Смакяши. Ма адама фартам. Мейрештон. Дажарда риши, собаканом, камай баварам наш, макабулта, васафтаришен, риш, мейрештон, дебафш, напахш. Вот отсюда, собственно, примерно 20 километров начинается участок дороги, который контролируется грузинскими неформалами. Проехать туда практически ни днем, естественно, и ночью тоже невозможно. Вот этот участок дороги, именно вот эти вот 20 километров проезжают машины с продовольствием только по бронетранспортеров армейских. Иногда за бронетранспортерами пытаются пристроиться легковые автомашины. Но ни одна из них практически не прошла до Цхинвали. 7 февраля недалеко от села Итраписи прогремел взрыв. Сотни тонн скальной породы обрушились на дорогу. По мнению военных, для этого понадобилось не менее 150 килограмм взрывчатки. На расчистку дороги потребуется несколько дней. Но кто это будет делать, если уже на следующий день из пулемета, установленного на вершине скалы, здесь был ранен один из сопровождавших нас солдат МВД СССР? Скала полностью взорвали, глыбы так здоровые лежат. В чьем это районе? Это Остинский район или уже... Верном Кехве.
перед въездом, Да. кем он контролируется сегодня, осетинами или грузинами? Вообще никем. Потому что чрезвычайное положение введено на территории Джавы и Цхинваля, а эта дорога, в сущности, как бы не попадает. Хотя это самая трудная дорога здесь. Ну, она ближе вот к Кехви, Прямо перед самым въездом в Кехви. перед самым въездом. Ну вот вы как считаете, кто мог взорвать эту дорогу и для чего вообще это сделано? Те, кому не выгодно, чтобы транспорт здесь ходил, продовольствие перевозили в город Цхинвале, только те могли сделать. То есть вы считаете, что это сделано совершенно умышленно? Конечно, а как вообще можно, сказать, дорогу перекрыть взрывом? Само по себе она никогда не взорвется. Это сделано с какой-то целью. Кому это выгодно? Тем, кто не заинтересован, чтобы нормальная была жизнь в Цхинвале, в Цхинвальском районе. Простому человеку, вот, рядовому телезрителю, откуда знать, где правда, где неправда? Вот был репортаж из Грузии, где говорилось о том, что ничего этого нет, а осетинские экстремисты стреляют. Вот я человек русский, мне, например, интересно просто. Осетинские это не экстремисты, это просто люди, которые вышли, кто с чем имеет, кто с топором, кто с косой, кто с ружьем. Защищаться. Защищать просто свой дом. Они сказали, мы умрем просто-напросто, не дадим свой дом. Потому что в прошлом году та же самая ситуация. Просто-напросто генерал Малюшкин продал, как в Баку, в Цхинвале продал грузинской милиции, которая пыталась нанести силой здесь. Вы бы видели, что по деревням творится. Это отрезанные носы, уши, Где? глаза выколотые. Это сожженные дома. В Цхинвале? Это по деревням вокруг Цхинваля. Там же осетинские и грузинские села чередуются. Вот что грузинские выжжены, потому что осетины мстят. Но в первую очередь начали сжечь грузинская милиция все эти осетинские села подряд. Я не был националистом, когда ехал сюда служить, честное слово. Не был, только здесь стал. Стал националистом в том смысле, что грузины — это нация, которая уважает только силу оружия, силу просто-напросто, и все, больше ничего, силу денег. Вот этот мост, который сейчас мы будем проезжать, в общем, он забаррикадирован сначала, а потом нам говорят, что местные, что, в общем, мы попытались с ними сделать, договориться, что мы проедем сюда. Они говорят, что он заминирован, так что в любом случае придется ехать кому-то из военнослужащих одному. Если это правда, подорвется. Если это неправда, значит вся остальная колонна пройдет. Только этот путь связывает Южную Осетию с большим миром, потому что из Тбилиси все поставки прекратились. Абсолютно все. Все. И они сейчас делают все, чтобы поставки прекратились. Вообще электроэнергии нет, воды нет. В январе, где-то в середине января, попытался проехать в Цхинвале житель города Тулы, азербайджанец Алиев. Он ехал с 2 детьми. Один из них сын его, ему было 13 лет, то есть ему 13 лет, и внучка 6-летняя. Эта машина была просто отсечена огнем от бронетранспорта и расстреляна. И мальчик 13-летний, и девочка 6-летняя попали в больницу. Впрочем, в эту больницу попали не только Алиевы. Сел я в свою машину, поехал в центре города, около бани, завернул в поворот. Там обычно стояли наши ребята. И я помигал фарами, чтобы они узнали, что свой едет, и пропустили. И никого не было. Я завернул, как только фары уже угол перекрыли. Из-за угла там стоят мусорные баки за углом. И из-за угла вдвоем вышли с оружием. Ну, я подумал, свои. Не, я форму не заметил, ни милиция, ничего пока. Я думал свои. Двери открыл, я сказал, я говорю, свой. Я говорю, это я. Вот это слово. И... Ты по-астински сказал. О, я им по-астински сказал, Саказдан. И вот это время я разглядел как раз и форму и увидел этот огонь со ствола автомата. Vaatasid me Federakuutu ütleme.
Неформалы ворвались в наш дом и потребовали у мужа деньги. Он им сказал: «Откуда я вам возьму деньги? Вы не видите мой дом?» Они стали его избивать, крича: «Если хочешь жить, достанешь». Потом они потащили мужа из дома, и сын бросился к ним и стал умолять: «Не трогайте моего папу, разве он виноват, что беден?» Его стали бить ногами, но сын цеплялся за отца, и тогда эти бандиты выкинули мальчика со второго этажа. А это осетины, проживающие вне своей автономии. Их собрали со всех районов Грузии и отправили в осажденный Цхинвал. Сейчас уже я слушаю ребят и чувствую, что идет действительно кровь за кровь. Если эта кровь сегодня не остановится, завтра будет хуже. Вот сюда вы сюда пришли. Я хочу, чтобы было мир. Осетины сейчас не смирятся, потому что у них уже как-то это уже очень далеко ушло, понимаете? Вы сейчас снимаете, а я приеду домой, и неизвестно, что меня ожидает. Нейренел гоймек таравахтуй хил, неневше кабулта, нейре шарвалтау, шари барзинадан рхаштуй шахил. Ирештун еуда бар суаржи ябарта, нехахте бержун тарендарам якад, оту гурзяглаг марта, жендоны зенажа, вани ярегмат. Малат хашак хотах ваюку хадарут, ва иннай шузут хосаван сарах, насарт сух шабит гатрай марут, армаштарун шаумершкен зани арх. Ирештун халат тавахштат ташкуттат, ва маргай вахадаг немелзаштут тагд, нефеллад лаппут небашатса ничи, ирештун шаджатай бахуртуй арт. Дандагай нахасад яудад ирештун, яудай жанаргдер, ефеде баште, ва бону намарен, небашаттен, никет, кед алау тоха и кваште.